Всем здравствуйте, любители хоккея. Рады вас приветствовать на втором матче для хозяев турнира под названием «Татарский лед», который проходит в городе Арск, что в Татарстане, где лицом к лицу встречаются команды «Тулпар» из города Арск и команда «Сокол» из города Новочебоксарск, они в красно-черных футболках, из Республики Чувашия. Стартовое сбрасывание, первые пятерки на льду. Сразу же со сбрасывания стремляется вперед игрок «Сокола» и наносит бросок. Прямо в ловушечку вратаря. Пытался осуществить выброс шайбы по борту защитник Тулпара, но это не получилось, и шайба оказалась на пятаке арской команды. Сейчас по правому краю тащит шайбу капитан команды Тулпар. 1 против 4. Не справился, но шайба оказывается у него. Опять потеря. И приходится возвращаться назад. «Сокол» начинает атаку. Пас под синюю линию. Возвращение защитнику. Диагональ. И 10-й номер устремляется по левому флангу. Закатывается за ворота. Пас защитнику. Наброс в направлении центра. Падает нападающий команды Тулпар Шамсудинов Рамазан. Но все в рамках правил. Пас на пятак не проходит, блокирует Ахмадиев Ильяр. И бросок в направлении ворот мимо. Разминается шайба с воротами. Не пошел в атаку Шайдуль Намир. Решил отброситься назад защитнику и уже через левый фланг бежит Сабиров Булат. Обыгрывает одного. Осталось нанести бросок, но шайба сошла с крюка. Продолжается атака. Бросок. Попадает в своего же игрока Шайдуль Намир. А здесь хороший перевод под синюю линию. 1 в 1. Не получилось обыграть у нападающего «Сокола» защитника Гарифуллина Тимирлана. Вновь Сабиров Булат с шайбой. 3 в 2. Атака. Выходит, обыгрывает. И перекладина спасает ворота команды «Сокол». Хорошо защитник убежал в атаку, обыграл защитника и нанес бросок. Перевод в центр, принимает шайбу Корольков Илья, устремляется вперед, закатился в угол и пытался отдать шайбу защитнику, но нападающий «Сокола» был на чеку, эту шайбу забрал, убежал в чужую зону и смог нанести бросок. Борьба в зоне Тулпара. Перевод вдоль борта. В центр. Прорывается Загидуллин Тимур. Слева хороший перевод на пятак. У Сабирова Камиля не получился бросок. Заброс шайбы в чужую зону.
Но Загидуллин Тимур не пошел на борьбу за нее. Врывается по правому краю нападающий Сокол, но его останавливает. Проходит. И вот опасный может быть момент. Шайба на пятаке у Тулпара. С неудобной бросает игрок Сокола, но выше ворот. Выкатывается на позицию для броска. Игрок Сокола ищет, делает хороший вираж. И подправление. Чуть, казалось бы, несчастный случай не сыграл на пользу команды Сокола. От своего же игрока шайба могла залететь в ворота Тулпара. Вырывается нападающий Сокола на пятак команды Тулпар и наносит сокрушительный бросок низом. 1-0. Счет открыт. Борьба за шайбу. Голкипер решает зажать шайбу. Сейчас будет сбрасывание в зоне Сокола. Бросок. Направление ворот. Шайба не сильно доползла до голкипера. На добивание уже подскочили игроки Тулпара, но ловушка вратаря была на шайбе первой. Проигранное сбрасывание. И Сокол спокойненько шайбу выбрасывает из своей зоны. Гуляет шайба вдоль борта. Наброс на ворота с синей линии в исполнении игрока в красно-черной майке. Не видим, к сожалению, номер из-за шорт. И вот к нему шайба вновь приходит, и на этот раз решил по борту запустить ее вглубь зоны. Прессингуют игроки новочебоксарской команды, отвоевывают шайбу, и не получается у команды Тулпара отбиться от этой атаки. Очередной заброс в зону, выброс на пятак, бродит бросок, подправление, высоко поднятый клюшка. Показывает нам арбитр. Игра остановлена.
Касимов Раниль набирает скорость за воротами. Отдает передачу в борьбу. На его счастье партнер по команде, казалось бы, эту шайбу забрал. Но каким-то чудом она добралась до игрока Сокола, который произвел опасный бросок по воротам. Получится убежать у Галимзянова и Инсафа. Хороший пас на Касимова Раниля. Никто. Бросается под шайбу игрок Сокола. Отбились, что называется. А сейчас нужно уже бежать назад и думать о защите. Ворвался в чужую зону на индивидуальных действиях игрок в красно-черной майке. Мимо машет шайбы. Пас на пятачок. Будет добивание. Борьба за воротами в углу площадки. С касания хотел щелчком направить шайбу в ворота игрок Сокола. Бросок не глядя. 8-го номера. А вот этот уже демонстрирует нам свой мощнейший бросок. Игрок команды Сокол. Штанга спасает ворота Тулпара. Но обменялись игроки перекладинами и штангами. В следующую очередь, похоже, будет гола. Хороший зрячий перевод в центр. Бросок из-под защитника низом. На месте голкипер. Вновь передача в центр. Но здесь уже Сабиров Булат блокирует бросок. Прокидывает. Хотел протолкнуть себе шайбу Шамсудинов Рамазан, номер 10. Подхватывает шайбу 13-й номер команды Сокол. Отдает зрячую передачу с неудобной. И вновь штанга спасает ворота. Второй раз с интервалом менее минуты. Прекрасный бросок получился у нападающего Сокола. Перевод. Ошибка Шакирова Фархата прямо в клюшку игрока Сокола. Просто чудо спасает сейчас от неминуемого гола команду Тулпар. Защитник берет инициативу на себя. Сабиров Булат въехал в зону. Пытался двоих накрутить, но шайбу потерял. Ее атака 2 в 1 в исполнении Сокола. Решил бросить. Мощным броском поражает ворота команды Тулпар. Голкипер в этой ситуации выручить не смог. Уж больно хороший бросок получился у нападающего Сокола. Выигранное сбрасывание в красно-черных майках, но шайба оказывается в зоне Тулпара. Получается закрыть синюю линию. Получилось. Хороший пас отдает своему партнеру по команде, не глядя, с неудобный пас на пятак, но не прошел. Заблокировали защитники адской команды. Загидольный Тимур с шайбы. Перевод. На другой край. Тимирлан по борту пускает в противоположном направлении. И Тимур в борьбе легко уступает шайбу.
Хороший позиционный хоккей показывают команды из Новочебоксарска. Минуты полторы уже в зоне шайба хозяев. И не могут они отвоевать ее. Вот, казалось бы, шайба выведена будет сейчас из зоны. Но, к сожалению, для хозяев пока это не удается. Перевод в центр. Получится убежать у 7-го номера. Бросок. Добивание будет. Шайба отскакивает, но добить некому. Вновь шайба Илья Корольков по борту. Запускает в противоположном направлении. Довольно-таки долго эта смена находится на площадке. Подустали, наверное, ребята. Ну, о смене думать некогда. Нужно бежать уже в оборону. Какой бросок в притирку. Летел со штангой. На этот раз молодец вратарь. Браво. Рамзан Валиев спасает ворота. Прессингуют, пытаются навязать борьбу игроки в красно-белых майках в чужой зоне. Пытаются они зацепиться за эту шайбу. Ну вот 93-й номер новочебоксарской команды устремляется в атаку, смещается в центр и наносит мощнейший бросок. Но не глядя, не попадает в створ. На последней секунде шайба отскакивает к нападающему Сокола, и тот в упор буквально расстреливал вратаря. Но на счастье хозяев
Продолжаем нашу трансляцию. Ожидает нас с вами второй период между командами Тулпар, командой Сокол. Шайба в зоне Тулпара. Попытка передачи в центр не проходит. И пытается Шамсудинов Рамазан навязать борьбу в центре площадки. А здесь потеря шайбы. Влетает игрок Сокола по левому краю. Такую прекрасную передачу отдает в центр. Ахмадиев Ильяр успеет к этой шайбе? Нет. 5-й номер. Защитник был более расторопный. Вот он в чужой зоне. Высматривает. Бьет по тормозам. Делает вираж. Здорово. С неудобной. Отбрасывает защитнику. Щелчок, если можно это назвать. Щелчком. Не получается у защитника из новочебоксарской команды. Шайба оказывается в чужой зоне. Выброс через борт. Теряет клюшку Сабиров Булат, защитник арской команды. Бросок. Отбивает блином Рамзан Валиев эту шайбу. Шайдуль Намир номер 5 по правому краю устремляется в атаку. Но с шайбой не совладал и потерял. Попытка номер 2 по тому же курсу. Шамсудинов Рамазан уже прорывается на убойную позицию. Стоит отметить хладнокровный хладнокровные действия на последней моменте своей атаки. Выдержал паузу, проехал дальше и уже в пустые ворота практически переправил шайбу. Один-два. Тулпар возвращается в игру. 1-2. Тулпар возвращается в игру. На старте второго периода получается отквитать одну шайбу. Потеря. Скачет перед вратарем. Это шайба. Вновь наброс на пятак. И в ловушку. Голкипер забирает эту шайбу. Довольно-таки напряженный момент был у ворот Тулпара. Возобновляется встреча, получает 7-й номер Илья Корольков шайбу. Въезжает в чужую зону, но здесь потери. И уже нужно бежать назад. Сгидулин Ильяс. Передача Сабиру Камилю. Борьба в углу площадки в зоне Сокола. Выходит победителем. Казалось бы,
игрок Новочебоксарска. И вот он уже в чужой зоне выкатывался, просто вываливался на убойную позицию. Наносит бросок, но мимо. Прицел подвел на этот раз игрока Сокола. Перевод в центр. Здорово. Отбивает шайбу Илья Корольков. Сабиров Камиль пытается заложить корпус. Один борется с двумя соперниками. Но бросок, к сожалению, сильно не получился. Щелчок по воротам. Шайба выходит из зоны. И пытается Шаговеев Булат навязать борьбу в чужой зоне. Закрутил просто виражами. Хороший перевод. Обыгрыш, 10-й номер, бросок. Казалось бы, все просто. Принимает шайбу. Нападающий выкладывает шайбочку под удобную и наносит бросок. Высматривает, кому же отдать передачу. И заканчивается перехватом в исполнении Тулпара. Ну вот вновь игроки Сокола в чужой зоне. Запускает шайбу дальше по борту. Кто будет возле нее первый? Семнадцатый номер. Прекрасную передачу отдает, промахивается по шайбе. Из выгодного положения упускает такой шанс второй номер Новочебоксарской команды. Попади сейчас он по шайбе. Гораздо все печальнее для хозяев могло все закончиться. Бросок выше ворот. Удаление. Неправильная атака игрока. Сигнализирует, показывает нам арбитр. Прекрасный шанс. Попытаться догнать в счете у хозяев турнира. Борьба в средней зоне. Сокол атакует вчетвером, но теряет шайбу. И Сабиров
Булат, 95-й номер, устремляется в атаку. Проходит двоих. Наносит бросок. И между щитков буквально просачивается Сабиров Булат. Между двумя защитниками и между щитков. Пускает шайбу в направлении ворот. 2-2. Довольно-таки быстро хозяева реализовали большинство. Шайдуль, номер 5. Завез шайбу в зону. Рамазан 10-й. Шамсудинов за воротами. Вылезает на пятак. И добивает. Индивидуальными действиями просто запихивает эту шайбу в ворота. 3-2. Сейчас, наверное, ёкнул в сердцах болельщиков команды «Сокол». За такой короткий период пропустили 2 шайбы. И впервые в этом матче команда Тулпар выходит вперед. Хороший перевод в центр. Меняет траекторию полет шайбы из-за поставленной клюшки. Хотел с отрицательного угла игрок Сокола забросить шайбу в ворота. Затаскивают буквально шайбу в чужую зону игроки Тулпара. Мимо машет 7-й номер шайбы. Обыгрывает на коротке нападающий Сокол и наносит бросок из-под защитника. Наброс на пятак. Получится убежать в контратаку. Здесь уже полностью накрывают. Здорово. Сокол действует в обороне. Остается отыграть буквально 5,5 минут во втором периоде. Экватор матча мы уже перевалили. Счет на табло 3-2 в пользу хозяев. Бросок с синей линии блокируется нападающим в красно-черной майке. Уже он устремляется в атаку. Борьба за воротами арской команды. Бросок не глядя в направлении ворот. Пытается освободиться от прессинга нападающий Сокола.
Падение, но все равно правильно. Не удается вывести шайбу из зоны. Хороших бросков много. Прицел подкорректировать нужно у чебоксарской команде. Девятый номер набирает скорость по правому флангу. Пробрался в зону всеми правдами и неправдами. Сшибают его с ног. И отвоевывают шайбу. Выброс на пятак. Добивание. Щитком отбивает вратарь команды «Сокол» и спасает свою команду. А здесь в борьбе, из борьбы. Щелчок уже в противоположные ворота. И сам же успел на добивание. Голкипер выручает. Устремляется капитан команды по правому краю, но на пути у него стоят игроки. Борьба в углу площадки. Заброс обратно в зону. На вираже теряет Рамазан Шамсудинов шайбу. Уже нужно думать об обороне. 17 номер зрячий. Подкидка на пятачок. Здесь усмотрел арбитр нарушение правил. Выпадает шанс для команды «Сокол» выиграть в большинстве и попытаться догнать в счете команды «Тулпар». Пытаются выбросить шайбу из своей зоны, но синяя линия надежно перекрыта. Атака в 2-2. Хороший перевод на правый край. На защитника. Хороший прессинг демонстрирует нападающие команды «Тулпар». В меньшинстве в чужой зоне и отвоевывает шайбу. Уже какое-то время команда «Сокол» не может ничего предпринять с этим. Лежит игрок в белой майке на льду. Не видим, к сожалению, цифры. Все в порядке, аплодисменты провожают на скамейку нападающую команду из команды Арск Шайдуль Намир. «11 секунд остается большинства у команды «Сокола». Они за это время в чужой зоне еще особо и не побывали. Вот сейчас влетают в чужую зону. Получится нанести бросок.
На этом большинство и закончилось для гостей. Закрывает синюю линию. Игрок в красно-черной майке закидывает шайбу вдоль борта. Хороший перевод. В центр. Пасы периодически проходят у команд Тулпар, но в техническом плане возникают определенные трудности. Бросок из-под защитника. Голкипер на месте. Пытаются прессинговать в чужой зоне игроки Сокола. Борются за шайбу и зону надежно закрывают. Вбрасывают ее обратно в борьбу. Остается 25 секунд до перерыва. Бросок в направлении ворот по футбольному. Сабиров Камиль отбивает эту шайбу. Не пускает Корольков Илья нападающего на свой пятачок. Игра остановлена. Шайба с наружной стороны сетки лежит. Получится убежать в атаку у Шамсудинова Рамазана, капитана команды. 2 секунды на бросок. Звучит сирена, сигнализирующий перерыв.
Возвращаемся, дорогие друзья, в эфир. Заключительные 15 минут третьего периода ожидают нас с вами между командами Тулпар и Сокол. 15 минут, чтобы у Тулпара попытаться увеличить отрыв в счете, а у Сокола, соответственно, догнать. Десятый номер устремляется в атаку, не получилось сбросить, подкидочка на партнера, но бросок стоялся, но мимо ворот. Пас в центр площадки с неудобной, закладывает вираж за воротами. 10-й номер Сокола. Долго раздумывал Гатауллин Карим, что же делать с этой шайбой. Пока думал, эту шайбу отобрали. Семнадцатый номер на индивидуальных действиях влетает в зону соперника. Не сильно, но шайба до ворот доходит. Какая ошибка. Получается, не сильный выброс у игрока новочебоксарской команды. Но здесь не получилось зацепиться у нападающих Тулпара, и уже приходится бежать обратно в оборону. Пас не глядя. Прямо в клюшку соперника. Второй номер по борту левому пытался пробраться в зону арской команды. Прессинг оказывает давление. Не получается у Тулпара отвоевать эту шайбу. И победитель выходит из этой заварушки. Второй номер наносит бросок. Летела шайба в девяточку. Заброс обратно глубоко в зону. Гарифуллин Тимирлан, не глядя, откидывается в ноги соперников. У Загидуллина Тимура четвертого получается зацепиться за эту шайбу. Думает, что же делать. И ошибка, грубейшая ошибка Загидуллина Ильяса. Выход 1 в 1, но успевает Тимур, нападающий, вернуться Тулпара в оборону, и момент нейтрализует. Не удалось Соколу. Бросок с неудобный. Ближний угол надежно прикрыт. Обыгрывает легко защитника Тулпара. И переправляет шайбу в ворота. 3-3. Сокол возвращает интригу в матче. Ждет нам с вами упорная развязка этой дуэли.
сразу со сбрасыванием Шамсудинов Рамазан устремляется в атаку. Борьбу идет Карим. Схлестнулись клюшками за ворота Сокола. 4 игрока с обеих команд. А здесь провал. Может возникнуть бросок рядом со штангой. Сейчас, наверное, моральное преимущество на стороне Сокола после этой забитой шайбы. Как легко проходит шайба между ног 28 номера. И вот она уже в зоне арской команды. Борьба в углу площадки. Не удается вытащить шайбу из зоны. Разводит в стороны руки арбитра. Пас на пятачок. Нападающий Шайдуль Намир подхватывает шайбу и вывозит ее из зоны. Мимо машет Шакиров Фархад. Спокойно, спокойно! Набирает скорость 5-й номер Васильев. Закладывает вираж защитнику. Перевод. А здесь перехват на синей линии. Но замудрил нападающий Тулпара. И выход 1-0 буквально на коротке получился у игрока Сокола. И поражает он ворота Рамзана Валиева. Вновь выходит вперед новочебоксарская команда. Закатывается в зону Сабиров Камиль по правому флангу. За ворота. А накидка! Где шайба? С неудобной. Какое-то чудо спасает ворота новочебоксарской команды. Буквально лягушка она заскакала на линии ворот. Но вратарь спасает свою команду и эффектно в ловушку ее забирает. Орлов номер 8 устремляется в атаку. Пас, разрезающий на пятачок. Мимо всех пролетела эта шайба. Выход из зоны. Перепас между защитниками. И ошибка. Ошибка. За воротами 83-й номер. Подкидка на пятак. Не доходит передача до Загидулина Тимура. Пас в центр, но не смог обработать шайбу Корольков Илья. С левого фланга Тимур просачивается. Буквально вываливается на убойную позицию.
Но со встречного угла не смог поразить ворота. Передача последовала, но совершенно неточная в исполнении Загидуллина Тимура. А здесь уже бросок демонстрирует нам 9-й номер команды «Сокол». Обработал шайбу Тимур. Загидуллин номер 4. Но в чужой зоне его попросили с ней расстаться. Влетает на быстрых ногах. Доезжает до голкипера и наносит бросок по воротам хоккейной команды «Тулпар». Но момент еще не закончен. Шайба выскакивает на пятак. Довольно-таки долго эта смена уже на льду. Подустали ребята. Подхватывает свежий выскочивший с скамейки Шаговеев Булат. Не получилось обыграть защитника, а здесь получает шайбу. Наносит бросок с касания, но не сильно. К счастью для «Сокола» и, к сожалению, для «Тулпара». Хороший пас какой. Под синюю линию нападающего команды Новочебоксарск. И с неудобной он не смог переиграть вратаря. Шаговеев Булат на скорости влетает в чужую зону, а здесь нарушение правил очевидное. Подножка. Просто шансище для команды «Тулпар» выиграть в большинстве. 4,5 минуты до конца матча. И попытаться отквитать одну шайбу. Наброс в направлении ворот. Выиграть шайбу через стекло в чужую зону и нужно начинать все сначала. Четвером атакуют игроки «Сокола». Хороший пас на пятачок. В борьбе наносится бросок по воротам Рамзана Валиева. Вовремя замкнул щитки голкипер. Не получилось закрыть зону Шакира Фархата. Обыгрывает защитник двух игроков. Вылезает на пятак. Вылезает на пятак, но в заключительный момент шайба слезает с крюка. И сильный бросок не получается у Сабирова Булата. Удается выбросить шайбу игрокам в красно-черной майке. Высматривает партнера по команде. Дальний бросок. Слышны щитки вратаря. Борьба в углу площадки. И вырывается победителем
Закинь, закинь. Бросай. Бросок. Подправление высоко поднятой клюшкой. Остается все меньше и меньше времени, чтобы попытаться откидать одну шайбу у команды Тупар. Спокойно, спокойно. Голову снимай. Хорош. Пятый номер Васильев вновь по левому флангу убегает в атаку, выдает хороший пас на пятачок, но замкнуть ее некому. Играет через защитника и обратно сбрасывает в зону. Шайба выходит. И получится у капитана убежать 10-го номера Шамсудинов Рамазан. Буквально не хватило ему считанных сантиметров для удобной позиции нанести бросок. Довольно-таки опасный момент. Голкипер спасает свою команду. Тайм-аут. Берет команда Тулпар. Минута 18 секунд остается до конца третьего периода. Шесть человек выслушивают наставления тренера Арс команды. Осмелимся предположить, что ворота сейчас будут пустые у хозяев. И на площадке окажется 6 игроков. Корольков Илья становится на сбрасывание. Решающее, может быть, сбрасывание вообще в этом матче. Откидывает назад, но шайба попадает игроку Сокола. Тот со своей зоны запускает ее в направлении ворот, но не попадает. Борьба за шайбу. Ворота пустые у арской команды. Закидка в зону, шайбы в борьбу. Летят нападающие. Бороться за нее. Но зацепиться не получается, и она вновь выходит. Все меньше и меньше времени остается для того, чтобы сравнять счет в этом матче. 30 секунд. Шайба выползает на пятак, и она в ворота! С неудобной, на вытянутых руках. На последней стадии хладнокровно расправляется с голкипером капитан команды Тулпар Шамсудинов Рамазан. Браво! Брависсимо! Исполнение на 5 с плюсом. Застучали сердца болельщиков. 4-4. Сработал тайм-аут. И снятый вратарь дало это свои плоды и результаты. 4-4. До конца матча. И потеря в своей зоне. Бросок опасный рядом со штангой. Пролетает шайба. Буквально 15 секунд. Соколы просто решили закончить это все в основное время и исправить это недоразумение со сравненным счетом. Но звучит сирена, сигнализирующая об окончании основного времени матча.
по регламентам турнира. Нас ожидает после матчевые броски буллиты. По 3 из каждых сторон. Сейчас капитаны команд выкатятся на жеребьевку. Определить, кто начинает дуэль буллитную. Два десятых номера. Обнялись игроки хозяев Тулпара на скамейке и наблюдают, какую скорость набрал нападающий команды Сокола. Но поразить с неудобной ворота Рамзана Алиева не смог. Сейчас 10-й номер Рамазан Шамсудинов будет пытаться забросить эту шайбу. Долго думал, что же с ней делать. Показалось даже движение назад. Переиграть голкипера не смог. 0-0. Семнадцатый номер катит на ворота арской команды. Здорово! Показал ложный бросок. Убрал под себя и уже практически в отыгранного вратаря спокойненько закинул шайбу в ворота. Шайдуль Намир, 5-й номер. Забрасывает в щелочку буквально между штангой и щитком вратаря с неудобной. Пожалуй, наверное, решающие броски по третьим броскам исполняют ребята. Здорово. Под неудобную. И с неудобной под перекладину практически отправляет шайбу в ворота. Шаговеев Булат, номер 15. Выкатывается далеко голкипер Сокола. Но Шаговеев находит под мышкой буквально неприкрытое место и отправляет шайбу в ворота. Счет равный. Сейчас начинает команда Тулпар. Шайдуль Намир. Повторение. Как будто мы с вами включили на повтор. Повторение абсолютно этого гола. Буквально повторное видео мы с вами просмотрели. Два идентичных, абсолютно одинаковых гола в исполнении Шайдуль Намира. 17-й. Новочебоксарской команды игрок Сокола. С неудобным не переигрывает. Хотел исполнить в том же духе свою шайбу, но на этот раз удача отвернулась от него. В серии буллит победу одерживает команда Тулпар.
упорную довольно-таки встречу мы с вами наблюдали. Сейчас вручат кубки лучшим игрокам матча. Награждаем лучших игроков матча. Команде «Сокол» лучших игроков матча признан Анна Георгий, победный пятый. Команде «Туман» лучших игроков матча признан Валерий Францов, Интересную и упорную встречу мы с вами понаблюдали, дорогие друзья. Действительно заслуживают игроки обеих команд аплодисментов мастерам ледовой игры. До новых встреч. Всем пока.